Под Сыктывкаром сегодня были слышны взрывы. Впрочем, поводов для паники нет. Шли учения у курсантов войсковой части столицы Коми. В ходе боевой подготовки солдаты-саперы подрывали объекты, но не привычным огневым способом, а более современным, электрическим. Что это такое и как молодые бойцы справились с задачей повышенной важности, увидел воочию Александр Карепин. Верно. Равняем середину. Товарищ майор, личный состав взвода по подготовке саперов к практическим взрывным работам построено. Командир роты старший лейтенант Еремин. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ майор! Только из части. Свежий воздух, учебный полигон, верные боевые товарищи под боком. Настало время перейти от теории к практике. Солдаты проводят разведку территории и готовятся к подрыву. Сейчас на данном этапе они закладывают заряд взрывчатого вещества на деревянной конструкции. То есть заранее они уже все рассчитали. Необходимый заряд взрывчатого вещества для перебивания деревянных конструкций. Сейчас закладывают. Электродетонаторы проверяют на работоспособность. Сергей Варшуков приехал к нам из Карелии. Говорит, что в части уже засиделся и выезд на полигон – событие долгожданное. Практика всегда интересней, да и эффективней. Впрочем, в таком деле без теории никак нельзя. Большой опыт получаешь именно практических именно знаний, когда получаешь теоретические именно в воинской части, и выезжаешь уже получать практические навыки, знания, и получаешь, как помимо практического опыта, еще и большие эмоции. После подготовительного этапа курсанты, старший состав и наша съемочная группа уходят на безопасное расстояние. Все готово. Настало время самого интересного. И вот идут последние приготовления. Курсант уже подключил все провода. Осталось только завести подрывную машинку и дождаться команды «Подрыв». До взрыва остались считанные секунды. Давай, Паш, посмотрим, как это все происходит. Хорошо рвануло. Теперь всем составам необходимо проверить точки взрывов и обсудить недочеты. Осмотрев разрушенные объекты, наставники приходят к выводу: с поставленными задачами бойцы справились на отлично. Не каждому это удается в своей жизни понюхать порох, увидеть, потрогать взрывчатые вещества. Я думаю, что на всю жизнь они запомнят это, будут рассказывать своим друзьям, гордиться этим. Ну и не дай бог, конечно, чтобы это они применили в своей практике военной. Понюхали порох сегодня курсанты, парням по 18-20 лет. Для многих из них служба в армии – это лишь небольшой этап на жизненном пути. Но для кого-то со временем это может стать и делом жизни. Именно после таких учений каждый из них и принимает для себя решение, хочет ли он продолжить службу по контракту. Александр Карепин, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.